Меня часто спрашивают, сложный ли удмуртский язык. Я отвечу несколько парадоксально. В некотором смысле русский язык сложнее, чем удмуртский, несмотря на то, что в удмуртском 15 падежей, много сложных глагольных форм. Дело в том, что русский язык является флективным, а удмуртский агглютинативным. Сейчас я объясню. Значит, во флективных языках словоизменение происходит с помощью аффиксов, которые часто выражают сразу несколько значений, и наоборот, одно и то же значение может выражаться разными аффиксами. Я сейчас, приведу пример. Возьмем слово «река» и слово «лес» и образуем дательный падеж. Река кому чему? Реке, окончание «е». Лес кому чему? Лесу, окончание «у». Мы видим, что дательный падеж здесь выражается разными окончаниями, аффиксами. Теперь возьмем множественное число. Возьмем опять слово «река», значит, во множественном числе реки, а дательный падеж будет рекам. То есть «ам» здесь в данном случае выражает одновременно и дательный падеж, и множественное число, то есть сразу два значения. В агглютинативных языках, к которым относится удмуртский, аффиксы однозначны. Значит, сейчас я рассмотрю те же самые слова. Значит, река по-удмуртски будет шур. Дательный падеж реке будет шурлы. Лес на удмуртском будет нюлес, а дательный падеж лесу будет нюлеслы. Мы видим, что здесь в обоих случаях используется суффикс «лы». Теперь рассмотрим множественное число. Реки шурьос. И посмотрим, как будет дательный падеж во множественном числе. Шурьос-лы. Опять мы видим «лы», причем здесь множественное число выражается с помощью суффикса «йос», а дательный падеж, так же как и в единственном числе, выражается с помощью суффикса «лы». Еще одна особенность флективных языков: при присоединении аффиксов, например, к корню друг к другу, часто происходит чередование на стыке аффикса и корня, и на стыке аффиксов. Ну, возьмем, например, глагол «печь». Я пеку, ты печешь. Мы видим, здесь изменяется вот «к» на «ч». В удмуртском языке печь будет «пыжины». Значит, я пеку будет «мон пыжишко». Ты печешь будет «тон пыжишкод». Здесь сохраняется основа, вернее, краткая основа «пыж». Ну, возьмем еще прошедшее время по-русски. Я пек. Здесь изменилось даже гласное корня. По-удмуртски будет «мон пыжи». Я пек. Везде мы видим одну и ту же основу «пыж». А теперь вот, показав, что в каких-то вещах удмуртский легче русского, я должен немножко попротиворечить себе. Я скажу, что любой язык одинаково сложный, если его изучать глубоко, в деталях. И если в каком-то языке что-то сложнее, то в этом же языке в другом что-то проще, и наоборот. Поэтому правильным ответом на вопрос, какой язык сложнее, удмуртский или русский, будет: оба языка одинаково сложные. Вот так. Спасибо за просмотр.